повезло. Вот эти 12 лет, благодаря высоким нефтяным ценам, возникла ситуация, когда кризис развивается, причем кризис еще давний, то есть это инфраструктурный кризис, кризис деиндустриализации, кризис социального государства. Все эти кризисы развиваются, они идут, но при этом мы, опять-таки, вот к вопросу, получать удовольствие от жизни, да, мы имеем деньги, да, более-менее, ну, во-первых, что значит мы, кто-то имеет, кто-то нет, простите, да, кто-то очень даже не имеет денег. Но значительная часть населения имеет какие-то деньги, имеет какую-то работу, ситуация улучшается, и население не чувствует кризиса. Поэтому то, что вот мы назовем кризисом, это будет не сам кризис, это будет наше ощущение кризиса. То есть люди будут говорить о кризисе не тогда, когда он реально наступил, а тогда, когда они его почувствуют, скажем, в своем кармане. Или тогда их уволили с работы. Да? Или тогда, когда возникли какие-то сопутствующие явления, вроде, там, не знаю, волнений, перекрытия улиц, там, массовых забастовок или еще чего-то. Они говорят, о, кризис. А это на самом деле не кризис, это последствия, симптомы. И эти симптомы как раз необходимы для того, чтобы люди осознали, что они сталкиваются с кризисными явлениями, тогда начали коллективно искать выход.